В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». И я, ее ведущая Елена Лулуа. Здравствуйте. Летний курортный сезон стартовал. Как столица Абхазии подготовилась к приему туристов? В каком состоянии городские пляжи? Эти и другие актуальные вопросы, касающиеся городской жизни, мы зададим гостю в студии. А пока давайте посмотрим, какой была прошедшая неделя. Обзор новостей представит Роланд Матуа. В 2014 году долгов перед российскими клиниками, оказавшим помощь пациентам из Абхазии, накопилось около 12 миллионов рублей. Счета продолжают поступать, и оплата производится по мере возможности. С начала 2015 года на лечение в Россию было отправлено 150 больных из Абхазии. Такие данные привел глава Минздрава Анзор Гов на пресс-конференции в Арсмира 8 июня. Благодаря российской финансовой помощи постепенно модернизируется медоборудование, ведется работа над проектом закона о здравоохранении, решен вопрос обеспечения всех больниц Абхазии медикаментами для оказания экстренной помощи в течение первых 3 дней пребывания, налаживается взаимодействие между медучреждениями. Вот мы закупили сейчас аппараты УЗИ для такой диагностики. На все больницы это идет в Будоводскую больницу, идет в онкологию, в туберкулезную больницу, мы дали кардиологию. В республиканскую больницу поставили оборудование. Готовности Гагарского района к начавшемуся курортному сезону и перспективам социально-экономического развития района посвящалось расширенное совещание 9 июня в администрации Гагарского района с участием президента Абхазии Рауля Хаджимба и актива района. Показатели района за 2014 год низкие. Объем производства снизился на 12%. Особенно это касается деятельности физических лиц. У района колоссальный потенциал, и он должен быть максимально использован, подчеркнул глава государства. Консульский отдел посольства России в Абхазии, расположенный по улице Званба, 9, увеличил количество сотрудников, занятых приемом заявлений на оформление новых российских заграничных паспортов и их выдачи. Кроме того, талоны на оформление загранпаспортов, выданные на осень, можно заменить на более ранние сроки. С 15 июня Нацбанк Абхазии запускает программу кредитования малого и среднего бизнеса. Этому посвящалось совещание в администрации президента 10 июня, в котором участвовали представители банковской сферы, правительства, парламента. Кредиты будут выдаваться по 12% годовых. Для заемщиков из сельской местности процентная ставка составит всего 6%. Для предпринимателей-инвалидов ставка будет на 2% ниже. В настоящее время вырабатывается механизм предоставления кредитов. Пакеты документов будет собирать комиссия при Министерстве экономики. Суммы, которые заложены для того, чтобы начать эти процессы, не самые большие. Это 200 миллионов рублей. Мы уже говорили о том, что мы разделили их напополам. Часть этой суммы будет направлена на поддержание малого бизнеса в аграрном секторе. И порядка 100 миллионов, то есть вторая половина, будет нацелена на то, чтобы организовать работу малого и среднего бизнеса по остальным направлениям нашей экономики. В этот же день глава государства встретился с руководством Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и руководителями районных ассоциаций инвалидов. Председатель фонда инвалидов Бадри Агарба сообщил президенту о том, что собираемость налоговых отчислений в бюджет фонда низкая. Организация задолжала медицинским учреждениям более 7 миллионов рублей. Рауль Хаджимба пообещал принять меры для решения проблем инвалидов войны и сказал о необходимости строго контролировать расходование средств фонда. С лекарствами, значит, у нас в год заложено 27 миллионов. Где 27 миллионов, мы в год освоили 14 миллионов рублей. Если вот эти 1,5% от заработной платы, вне зависимости от форм собственности, если нам будут платить, там проблем вообще никаких не возникают. Именем Гиви Агарба будет названа улица в его родном селе Кланархо. Это решение было принято по итогам совещания рабочей группы по увековечению памяти героя Абхазии генерала-лейтенанта Гиви Агарба. Также было решено присвоить его имя выпускному курсу школы милиции в Сухуми и установить бюст на его могиле. В музее боевой славы откроется стенд имени Гиви Агарба и выпущена юбилейная монета Апсар с профилем героя Абхазии. Сборной Абхазии отказали в участии в чемпионате Европы по футболу в Венгрии, проводимым Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций КОНИФА. Письмо с таким содержанием на имя президента Федерации футбола Джемала Губаз поступило от Федерации футбола Венгрии. Решение было принято после неоднократных протестов со стороны посольства и Федерации футбола Грузии. В участии в чемпионате также отказано сборным Южной Осетии и Северного Кипра. Эта новость расстроила абхазских спортсменов.
Тяжело эту ситуацию объяснить, но вы знаете, что мы всегда говорим, что футбол вне политики. Тут прежде всего, конечно, повлияла политика. Преступник, стрелявший в капитана милиции Бадру Джикерба и ранивший его, задержан. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Инцидент произошел в Сухуми 11 июня. По версии следствия, преступление совершено на почтовом месте из-за служебной деятельности Джикерба, который является заместителем начальника отдела по борьбе с организованной преступностью. Городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 319 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». По этой статье преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, либо пожизненным лишением свободы. 12 июня состоялась встреча премьер-министра Абхазии Артура Миквабе с временно исполняющим обязанности президента Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Обсуждались вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Республики Абхазия. Премьер-министр посетил Благовещенский собор и главную мечеть Татарстана в Казанском Кремле. Артур Миквабе преподнес дар Благовещенскому собору набор памятных монет храма Абхазии, а мечети картину абхазского художника Тимура Авицба. Официальный визит Артура Миквабе в эту республику начался 11 июня по приглашению Рустама Минниханова. Развитию аграрного сектора экономики и внедрению государственно-частного партнерства посвящалось совещание у президента, которое прошло в последний день рабочей недели. Государство предлагает создать союз фермерских хозяйств и управляющую государственную компанию, которая будет предоставлять крестьянам все необходимые условия для проведения сельхозработ. Президент поручил профильным ведомствам в течение 10 дней подготовить предложение по реализации этого проекта. Гендиректор Черноморэнерго Аслан Басария рассказал журналистам о встрече с вице-премьером и министром энергетики Грузии Кахой Каладзе и заместителем министра Ильей Илашвили. Встреча прошла 10 июня на территории Абхазии. Обсуждались планы дальнейшей реабилитации Ингургес, рассчитанные на период 2016-2017 годов. По словам Аслана Басария, было согласовано проведение ремонтных работ в деривационном тоннеле, проходящем через грузино-абхазскую госграницу. Обсуждался также ряд вопросов, в том числе и меры по полной остановке работы Ингургес на период проведения ремонта. Торжественным приемом и праздничным концертом в Абхазской госфилармонии отметили День России 12 июня. В концерте приняли участие абхазские музыкальные и танцевальные коллективы и государственный казачий ансамбль песни и танца Ставрополя. На праздничном концерте присутствовали президент Рауль Хаджимба, посол России в Абхазии Семен Григорьев и начальник погрануправления ФСБ России в Абхазии полковник Дмитрий Юдин. Это были основные новости недели, а сейчас вернемся к главной теме нашей программы – проблемам столицы. На этой неделе на нашем канале было показано несколько репортажей на городскую тематику. Сегодня мы продолжим обсуждать актуальные проблемы города. У нас в гостях заместитель главы администрации Сухума Леон Кварча. Здравствуйте, Леон Гурамович. Здравствуйте. Мои коллеги приняли участие в инспекции на набережной Махаджиров, которую провели вы, депутаты городского собрания, главный архитектор города, с целью выяснить, как выполняется поручение главы города о запрете сезона выносной торговли на набережной. Давайте посмотрим сюжет. Довольно внушительная делегация представителей администрации столицы посетила набережную в четверг вечером. Заместители главы Сухума и руководители управления вместе с сотрудниками милиции проводили инспекцию для выявления нарушений недавно введенных правил выносной торговли. Начали с колоннады. И сразу же первое нарушение. Этот торговый объект расположился прямо на газоне, что, конечно же, не вписывается в отведенную зону торговли. Как объяснили нам представители администрации, данная торговая точка находится здесь с их устного разрешения, так как место, выделенное данному предпринимателю согласно жеребьевке, самовольно занял другой человек. Еще несколько шагов и новые нарушения. Эти объекты перед рестораном «Нарта» расположились в зеленой зоне, да еще и без единого разрешительного документа. С утра машина пройдет, надо хозяева увидеть, это сделать по-мягкому, объяснить, что это не надо, не жестко. Да, обсудим, я думаю, люди поймут, если все горожане. Если у них нет возможности перевозить, значит администрация поможет. Так, Ирина Петровна? Это незаконный объект. Да, это вне правил. Самовольная постройка. По факту мы идем и видим, что люди, не имеющие санитарно-гигиенических заключений, не имеющие соответствующих документов, почему-то позволяют себе, допускают, что вот они могут торговать.
Ну, это, скажем так, это культура и совесть каждого человека, который вышел. По набережной Махаджиров у нас санитарно-гигиенические заключения выданы не более чем на 5 объектов, может даже меньше. Госсаннадзор, основываясь на санитарных правилах, категорически против производства, приготовления пищи в местах, не предназначенных для этого. Самая сложная ситуация недалеко от одной из главных достопримечательностей Сухума – развалин Диоскурии. Здесь также нарушены правила торговли. Павильоны установлены по обе стороны набережной. У большинства нет никаких разрешительных документов. Сказали, вон там стойте, но не на набережной. Ну, это набережная, раз мешает, я перейду вот здесь. Смотрите, мы не капризы свои какие-то. Слушайте, дайте нам 2 месяца поработать. Мы вам даем, мы вам мешать вообще абсолютно не. Я же вам все это рассказывал. Ну вот здесь стану, я сказала. Пускай в администрацию зайдет, хорошо? Заместителю главы в собрании будет, мы ему объясним, что так не делается. Люди участвовали в жеребьевке, какой-то процедура, что все это было. И так просто занять очень некрасиво. Договоримся так, хорошо? Мы тоже вам поможем, где-то место вам найдем, но чтобы это было, не создавало какие-то неприятные вещи. Хорошо? Хорошо. Ладно, успехов. Первоначальная задумка администрации города заключалась в том, чтобы, во-первых, упорядочить выносную торговлю сезонную на набережной, во-вторых, сделать схему выдачи патентов максимально прозрачной и, соответственно, сделать максимально прозрачным вопрос распределения мест на вновь выделяемых площадках. В то же время существуют определенные сложности в виде того, что есть определенная категория людей, для которых это новшество, они не совсем это понимают. В принципе, вы могли сами это наблюдать. Мы стараемся людям максимально вежливо, максимально понятно объяснить, что так работать будет нельзя. И работа в этом направлении будет вестись. У этой торговой точки многолюдно. Столь пристальное внимание людей вызвало интерес и у инспектирующих набережную чиновников. Оказалось, здесь аттракцион, где разыгрываются призы в виде алкогольных напитков. После разговора с продавцами представители администрации заверили нас, что уже завтра этого объекта здесь не будет. У администрации есть четкое понимание того, что никакой выносной торговли на набережной быть не должно. Мы будем проводить регулярный мониторинг ситуации на набережной. Да? Такие проверки будут вначале осуществляться еженедельно, в дальнейшем по мере необходимости, возможно, что ежедневно, в зависимости от того, какие будут результаты от сегодняшней разъяснительной работы. Что касается основных выводов инспекции, то понятно, что послевоенный синдром «моё место и занято» все еще преследует наших жителей. И новые правила они принимают, мягко говоря, с трудом. Но городские власти и не думают отступать, ведь на кону внешний вид одного из красивейших мест столицы – набережной. Дело за малым – сделать так, чтобы новые правила выносной торговли стали едиными для всех без исключений. Нис Фаршба, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. В итоге, какие результаты дал этот рейд? Понятно, что торговля в этом многолюдном месте дает дополнительный заработок для горожан, но правила есть правила, их нужно соблюдать. Кто из предпринимателей отказался выполнять решения городских властей? Не хотелось бы в рамках данного эфира озвучивать персоналии по телевидению, да, потому что мы все равно считаем, что не исчерпали способы дипломатического достижения поставленной цели. Мы все равно будем проводить дальнейшую разъяснительную работу с теми людьми, которые отказываются подчиняться установленным правилам. Но в целом все-таки большая часть предпринимателей, она вняла доводам сотрудников. Людям действительно нужно разъяснять, объяснять, потому что во многом даже это не их вина. Они привыкли так работать долгое время, и наверное, скорее всего, такой постановки вопроса перед ними не было никогда до этого, либо им не разъяснялось это с должной тщательностью. Поэтому большая часть она восприняла более или менее спокойно, скажу так. Но были определенные шероховатости, это и понятно. У людей действительно заработок. Мы тоже понимаем, что это связано с определенными неудобствами. Люди должны заработать за курортный сезон. Мы им не собираемся абсолютно в этом мешать, но просто нужно вести предпринимательскую деятельность в цивилизованном русле. Мы все-таки живем
в 21 веке, у нас 2015 год сегодня, весь мир, он рассуждает о нанотехнологиях, мы сегодня не можем разобраться с набережной и превратили ее по большому счету в такой восточный базар, в котором нам ни самим некомфортно, ни приезжающим гостям некомфортно. Мы не требуем от них чего-то невозможного. Для них определили карманы, улицы, примыкающие к набережной, в которой, не могу сказать, что идеальные условия, безусловно, есть недоработки, потому что это первый опыт, но минимальные условия для работы мы все-таки создали, там есть и освещение, и электричество подведено, и там где-то, возможно, было подсыпку осуществили. Поэтому хотелось бы, чтобы подобный шаг был встречен шагом навстречу. Если дипломатические методы не помогут, да. Какие дальнейшие ваши шаги? Не хотелось бы рассматривать такой вариант событий. Опять-таки подчеркну, мы все живем в одном городе, мы прекрасно друг друга все знаем в лицо. Я здесь родился, вырос и также знаю многих, если даже не лично, то через кого-то. Обязательно поступают какие-то просьбы, звонки тут же, да, вот чтобы нам не стыдно было в глаза друг другу смотреть. Все-таки я не родился и не вырос в этой должности, сегодня я здесь работаю, завтра я могу здесь не работать. Будем все-таки стараться людям разъяснить, но если будут совсем неуправляемые случаи, а есть определенная тенденция в этом плане, вот с этими людьми, если они ни в коем случае не поймут, значит будут задействованы правоохранительные органы, и все равно поставленная цель, она так или иначе будет достигнута. То есть слабости какой-то в этом направлении проявляться не будет. Давайте теперь поговорим о других городских проблемах. Я бы попросила вас оценить готовность городских служб к курортному сезону и оценить санитарное состояние города. Ну, знаете, как вопрос такой достаточно каверзный, потому что собственную работу всегда очень тяжело, наверное, объективно оценивать, но, наверное, все-таки горожанам, да, правильнее было бы оценить нашу работу. В целом могу сказать, что подготовка к сезону находится на уровне удовлетворительно. То есть, что сделано на этом этапе? На сегодняшний день разработаны регламенты по содержанию и уходу за парковыми территориями, за пляжными территориями, за улично-дорожной сетью города, в соответствии с которыми ведется ежедневная работа по уходу за ними. Я вам могу сказать, что практически, не ежедневно, но с определенной периодичностью я и другой заместитель главы города Тимур Кибучава, мы уже после основной нашей работы в ночное время выезжаем и по определенным районам города ездим и смотрим, где какие есть недочеты, где какие есть изъяны в улично-дорожной сети, в придомовых территориях, парковых зонах с освещением. То есть мы стараемся ситуацию держать на контроле, и там, где это возможно, в оперативном режиме решить вопрос собственными силами, подразумеваются, естественно, финансовые возможности. Стараемся все эти недочеты устранять. У нас были проведены в весеннее время в рамках мероприятий по благоустройству, были проведены субботники на пляжных и парковых территориях, то есть пляжи были убраны. Могу сказать, что хотелось бы, пользуясь случаем, кстати, выразить большую благодарность торгово-промышленной палате и ее руководству в лице Геннадия Леонидовича Гагулия и Адгура Нурбевича Лужба. Они взяли на себя шефство над парком имени Владислава Григорьевича Ардземба. Администрация им оказала определенное содействие. Если вы обратили внимание, парк в настоящее время находится в достаточно ухоженном виде, то есть там горожане могут отдыхать и проводить свой досуг. В дальнейшем будем стараться работать с предпринимателями в том направлении, чтобы по мере своих финансовых возможностей они брали шефство над теми или иными территориями, которые прилегают к их предприятиям или магазинам или точкам общественного питания. Для уборки мусора нами было приобретено около 50 евроконтейнеров новых, около 20 обычных контейнеров. Они различаются как по объему, так и тем, что у евроконтейнеров колесики, то есть они более удобны в эксплуатации. Было приобретено около 600 урн для мусора, то есть с утолщенным дном для агрессивной среды. Кроме того, благодаря усилиям главы администрации города и при поддержке высшего руководства страны были изысканы финансовые возможности, то есть городу был предоставлен бюджетный кредит для ремонта коммунальной техники. В данном случае имеется в виду техника спецавтохозяйства.
которая занимается уборкой мусора в городе, для того, чтобы в курортный сезон у нас не произошло обвала в этом направлении, чтобы город не задохнулся в мусоре. Далее, что бы хотелось отметить, ну, наверное, вы все заметили, по проспекту Аяйра была уложена новая тротуарная плитка, несмотря на определенные нарекания, да, ну, у нас люди такие, естественно, всем не угодишь, но в целом все-таки не то, чтобы хотелось бы хвалить работу администрации, в целом, мне кажется, все-таки по улице уже приятнее стало ходить, то есть это как-то город приобрел более свежий и современный вид. Проводится плановая обрезка вообще деревьев, кустарников и подстригание тротуарных территорий в городе. Мы, ну, максимально стараемся этот процесс контролировать, хотя периодически во время выезда видим где-то что-то упущено, поэтому даем оперативные поручения домуправам, которые, надо признать, тоже стараются в силу своих возможностей максимально оперативно реагировать и устранять существующие недостатки. Ввиду того, что действительно доходная часть бюджета города не позволяет в полном объеме, так как нам хотелось бы горожанам, проводить все те санитарные мероприятия, которые городу необходимы, и также по поддержанию улично-дорожной сети в соответствующем состоянии, стараемся с предпринимателями вести, налаживать такой, скажем так, дружеский диалог для того, чтобы они, ну, в качестве содействия, да, в качестве оказания помощи городу могли хотя бы понемногу где-то что-то отремонтировать за свой счет. Все дороги ведут к Сухумскому рынку. Как власти города намерены благоустраивать эту территорию и решить одну из главных проблем бездорожья? Ремонт улично-дорожной сети, прилегающей к рынку, входит в инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Прежде чем ремонтировать, необходимо разработать генеральную схему перекладки коммуникаций. Сейчас эта схема разрабатывается, она разрабатывается российскими специалистами. Но поскольку это достаточно длительный и кропотливый процесс, в настоящий момент было принято решение оперативно, ну, главой города было взято на себя обязательство, опять-таки при поддержке высшего руководства. Были изысканы средства для того, чтобы наиболее такой кричащий участок водопроводной трубы, да, коммуникации поменять. Часто производится замена, если вот обратили внимание, там производятся работы. Как только вот эти внутренние коммуникации будут заменены, отремонтированы, ну, скажем так, в временном режиме эта улично-дорожная сеть будет отремонтирована. В дальнейшем уже будут производиться, скажем так, капитальные работы, но это будет в таком более-менее отдаленном периоде. В районе городского стадиона тоже дорожное покрытие в ужасном состоянии. Через эту улицу проходит весь общественный транспорт. И есть ли у вас планы по ремонту и этой улицы? Вы знаете, как вот в рамках данной работы, да, вот, которую я только что озвучил, будем стараться изыскать возможности для того, чтобы продлить, да, вот этот вот участок дорожного покрытия, который будет заменяться вот именно до стадиона. Но опять-таки сейчас не хотелось бы каких-то обещаний давать вот телезрителям. Вот то, что касается рынка, это уже, что называется, железная работа ведется. В дальнейшем мы будем смотреть по мере исполнения бюджета, да, каким образом будет исполняться доходная часть бюджета. Если будут действительно дополнительные источники финансирования, то, естественно, мы эти работы продлим и до стадиона. В этом году особенно остро встал вопрос нехватки жилья молодым семьям. За какой-то короткий промежуток времени были проведены группой молодых семей 2 акции с требованием выделить жилье. Была ли проведена инвентаризация жилого фонда и сколько в Сухуме свободных квартир? По тем документам, которые в жилищном управлении у нас находятся на балансе у жилищного управления, к большому сожалению нашему, свободных квартир, на которые могли бы быть выданы ордера, нет. В то же время, значит, когда говорят о том, что есть свободные квартиры, по всей видимости подразумеваются 2 дома. Один на улице Бумистинской, дом 39, другой массив Гумиста, дом 5, которые действительно не заселены никем. Но дело в том, что эти дома находятся в аварийном состоянии. Во-первых, они повреждены во время боевых действий. Во-вторых, в них полностью отсутствуют инженерные коммуникации. В-третьих, не проведены соответствующие инженерные изыскания на предмет их вообще
пригодности, то есть на предмет повреждения основных конструктивных элементов. Поэтому говорить о том, что в эти дома можно заселить людей или выдать ордера, к сожалению, на текущий момент не приходится. Действительно, несколько лет тому назад были обещания их отремонтировать, то есть произвести соответствующие изыскания, посмотреть, насколько они пригодны для жилья, и отремонтировать и передать семьям погибших и инвалидов. Более того, даже по имеющейся у меня информации было выдано порядка 20 гарантийных писем. Но на текущий момент, ввиду отсутствия финансовых средств для проведения данных работ, говорить о том, что кого-то туда можно заселить, мы не имеем права, потому что это представляет реальную угрозу безопасности и жизни людей. В то же время необходимо отметить, что когда говорят о предоставлении квартир, хотелось бы, чтобы все понимали, что в соответствии с действующим законодательством местные органы исполнительной власти не имеют права, даже если бы жилье было бы, да, у города, предоставлять жилье тем людям, которые не прописаны в столице. Ну, к большому сожалению, это так. Мы понимаем все прекрасно, что люди здесь живут не от хорошей жизни, да, покинули свои дома, они здесь имеют возможность заработать, но, к большому сожалению, предоставить им бесплатно в дальнейшем квартиры, не имея прописки, мы не имеем никакого права. Еще хотя бы потому, что у нас порядка 1700 людей находятся в очереди на жилье уже десятилетиями. А сколько нужно постоянно проживать на территории города, чтобы получить бесплатное жилье? Вы знаете, такой нормы нет. Есть норма того, что либо ты зарегистрирован в городе, либо достаточно прописка, да? Надо быть прописанным в городе, да. То есть просто проживать в городе для того, чтобы получить жилье, ну, такой нормы не существует, необходимо быть прописанным. В то же время в кабинете министров в настоящий момент ведется программа, которая предусматривает выделение жилья для молодых семей. Но необходимо отметить, что этот документ непростой, он требует серьезной детальной проработки, он требует определения объемов, источников финансирования данной программы. Мы все наблюдаем, как активно застраивается город. Между тем, очень часто при строительстве нарушаются границы так называемой красной линии, когда владельцы объектов возводят стены прямо на тротуарах, что вредит внешнему облику города. Как остановить вот эту практику? Существует все-таки санкционированный и несанкционированный выход на тротуары, да, вот, то есть это пределы красных линий, то, что вы называете. В определенных случаях, когда объекты розничной торговли или общественного питания располагаются на первом этаже, необходимо обеспечить доступ в них, нельзя обеспечивать доступ в них через места общего пользования, то есть в них должен быть отдельный вход. Поэтому, когда позволяет ширина тротуара, определяются минимальные размеры крылец, да, то есть для того, чтобы просто войти в этот объект либо розничной торговли, либо общественного питания. Подчеркиваю, именно минимальные размеры крылец. Но у нас, как вы знаете, население такое, что при, ну, условно говоря, предоставив мизинец, они откусывают по локоть. Поэтому они пользуются подобными нормами для того, чтобы делать дополнительную пристройку, естественно, загораживают тротуар. Такое действительно имеет место быть. Но в этом направлении в настоящий момент у нас в управлении архитектуры и строительства ведется работа, разрабатывается комплекс мероприятий, в соответствии с которым город будет разбит на определенные районы, по которым будут проводиться инвентаризация подобных объектов. Да, будут выявляться те объекты, которые допустили несанкционированный выход на тротуар. В дальнейшем, вначале, естественно, с владельцами ведется разъяснительная работа. Если это не будет помогать, не будет иметь никаких результатов, материалы будут направляться в прокуратуру и в суд в установленном порядке. Это вот то, что находится в полномочиях администрации города. Я знаю, что при укладке плитки в районе проспекта Яйра тоже возникла конфликтная ситуация, когда хозяева отказались разбирать строение, возведенное прямо на тротуаре. Это вы, наверное, имеете в виду бывший магазин «Белая роза», да? Но да. Вы знаете, я вам скажу, что все-таки на текущий момент достигнуто понимание с владельцами данного объекта. Он попросил
определенную отсрочку по времени для того, чтобы произвести внутренние работы по инженерным сетям у его объекта. И в дальнейшем был достигнут компромисс, в соответствии с которым он эти нарушения устранит. Планируется ли ремонт фасадов многоквартирных домов хотя бы в районе центральных улиц? Ремонт фасадов относится к капитальному ремонту у нас. И в предыдущие периоды все капитальные ремонты, в том числе в первую очередь ремонты кровель, они осуществлялись за счет средств комплексного плана или инвестиционной программы. К сожалению, в этом году у нас в инвестиционную программу эти средства не заложены, да, то есть нам эти средства выделить не смогли. В то же время силами столичной администрации в бюджете города в расходной части предусмотрен, естественно, текущий ремонт. Да. Текущий ремонт мы, безусловно, будем осуществлять, будем стараться изыскивать средства, возможности для того, чтобы осуществлять текущий ремонт домов. Если, конечно, у нас пройдет хорошо, скажем так, курортный сезон, и доходная часть города будет позволять, мы, может, будем изыскивать возможности для того, чтобы произвести где-то и капитальный ремонт. Какой бюджет у города и как он выполняется? Значит, бюджет 2015 года у нас дефицитный. В доходной части он составляет немногим более 913 миллионов. В расходной части он составляет немногим более 999 миллионов рублей. Источником финансирования дефицита у нас является дотация из республиканского бюджета. В то же время хотелось бы отметить, что бюджет города Сухум составляет больше половины доходной части всех местных бюджетов по республике. И от государственного бюджета он составляет немногим более 26%. По итогам первого квартала 2015 года могу сказать, что бюджет выполнен на 103%. То есть плановые показатели по доходам выполнены. Мы все-таки не теряем оптимизма, думаем, что и по итогам второго квартала у нас будет аналогичная ситуация, может быть, даже несколько лучше. Но в то же время хотелось бы отметить, конечно, что ожидать каких-то фантастических показателей, для того, чтобы быть реалистами и не обещать того, что не будет, не хотелось бы. По итогам проведенного анализа у нас из 833 предприятий, зарегистрированных в городе, реально функционирует порядка 385. В то же время мы стараемся проводить работу по созданию максимально благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в столице. Конечно, чудес мы сейчас тоже за один год не сделаем, но хотелось бы сказать, что в первую очередь мы начали с того, что хотим устранить административные барьеры, да, для ведения бизнеса. В качестве примера могу привести то, что в этом году мы постарались ту же сезонную выносную торговлю, это был первый опыт, провести и распределять места для сезонной выносной торговли именно по результатам жеребьевки, да, чтобы процесс был максимально прозрачен и ясен для всех. Мы планируем по тем госуслугам, которые оказываются в рамках администрации города, подготовить административные регламенты оказания данных услуг. В рамках административного регламента любое физическое или юридическое лицо получает исчерпывающую информацию по тому, что от него требуется для того, чтобы получить ту или иную госуслугу. И ничего более сверх того, что указано в регламенте, никто от него потребовать права не имеет. И он позволяет как повысить прозрачность работы госорганов, так и снизить, естественно, различного рода коррупционные схемы. Первый пилотный административный регламент у нас подготовлен по выдаче временных патентов. Он у нас сейчас находится на рассмотрении, на согласовании. После его утверждения мы начнем тиражировать этот опыт на все остальные госуслуги, которые у нас оказываются в рамках администрации. Существуют планы, есть
полная поддержка со стороны главы администрации Адгура Рафетовича Харази по разработке и внедрению программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Естественно, основная сложность опять-таки упирается у нас в источники финансирования, да, потому что в бюджете этого года эти средства не предусмотрены, бюджет дефицитный. Но вначале мы все-таки постараемся определить для себя, что нам нужно, разработать программу. В дальнейшем будем стараться, может быть, изыскивать какие-то внебюджетные источники финансирования, хотя бы в минимальном объеме, для того, чтобы этот процесс запустить. Я думаю, что большое подспорье нам, естественно, окажет очень своевременно подготовленный проект по кредитованию малого и среднего бизнеса, разработанный Национальным банком. И я думаю, что вот в совокупности вот эти меры дадут хотя бы, может быть, минимальный, но импульс для того, чтобы предпринимателям создать какие-то стартовые условия для работы. Ведется работа по инвентаризации того муниципального имущества, которое у нас есть, и повышение эффективности его использования. Хаотичная застройка города связана в том числе и с отсутствием генерального плана, который определяет правила землепользования и план застройки. Проясните, пожалуйста, ситуацию, на какой стадии работа над генпланом? Генеральный план – это тот проектный документ, на основании которого осуществляется планирование, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий. В настоящий момент, скажем так, территория города Сухум уже сложилась, в основном сложилась устоявшаяся исторически застройка. Тем не менее, естественно, безусловно, нас как горожан не может радовать то, что периодически кто где попало, устанавливает все, что ему вздумается, и считает, что это находится в рамках нормального и так далее. В то же время генеральный план, он очень объемный, очень дорогостоящий и документ, и требующий сосредоточения огромного количества ресурсов. В развитых странах стараются, особенно в небольших городах, в которых уже плотная застройка, прибегать не к генеральному плану, а к правилам землепользования и застройки. Это более оперативный документ, который требует меньшего количества ресурсов и времени, но в то же время, который определяет в первую очередь карты градостроительного зонирования территорий, в нашем случае столицы, и определяет градостроительные регламенты в каждой зоне. Градостроительные регламенты как раз и подразумевают регулирование этажности, высоты застройки, объема, функционального назначения и так далее. То есть в настоящий момент, на наш взгляд, все-таки актуально вести работу именно над правилами землепользования и застройки. Как раз таки такая работа у нас в настоящий момент в управлении архитектуры и строительства и ведется. Хотелось бы подчеркнуть, что в целом, если исходить из каких-то формальных критериев, генеральный план может быть разработан на основании градостроительного кодекса, которого, к сожалению, у нас еще нет. Да. Поэтому вот комплекс этих факторов привел нас к выводу, что более эффективно в настоящий момент именно подготовить правила землепользования и застройки. Ресторан «Амра» – культовое место для старшего поколения сухумцев. Насколько известно, ресторан находится на балансе у города. Он в разрушенном состоянии. Что город намерен делать с этим объектом? Ресторан «Амра» относится к унитарному предприятию «Абхаз-Универсал-Торг», которое находится в ведомственном подчинении Министерства экономики Республики Абхазия. В настоящий момент документы на приватизацию данного ресторана находятся в Государственном комитете по имуществу и приватизации. Ну, с этим рестораном связано очень много слухов, разговоров и так далее. Там действительно, ввиду неурегулирования прав собственности, у нас там фактически собственники менялись. Но вот на сегодняшний день, по факту, документы находятся на рассмотрении в госком имуществе. В то же время, безусловно, нас, как столичные власти, волнует и беспокоит его действительно никуда не годящееся состояние, внешний вид, но пока не определен собственник, да, этого ресторана, тот, который будет реально за него отвечать, к большому сожалению, мы не можем никому обратиться ни
с обращением, ни с предписанием, ни с чем-либо иным. В Сухуми много лет не работали очистные сооружения. Все канализационные стоки города скидывались в море. Я знаю, что 600 миллионов рублей было выделено на строительство новых очистных сооружений. Когда они заработают? Очистные сооружения – это один из современных объектов, отвечающих всем современным нормам и правилам, который был построен на территории столицы. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Мощность этого объекта составляет до 30 тысяч кубометров в сутки. И, естественно, объект требует определенного содержания, достаточно дорогостоящего. Нами была подготовлена смета на содержание данного объекта на 2015 год. И ввиду того, что в этом году финансирование у нас будет производиться за счет средств российской финансовой помощи, смета в настоящее время находится на согласовании у российской стороны. Смета объемная. В ней содержится большое количество статей, по которым у российской стороны возникают вопросы, поэтому сейчас смета пока согласовывается. Но процесс уже находится на завершающей стадии. У нас, в принципе, по всем основным вопросам есть понимание, есть компромисс. И после того, как смета будет утверждена, у нас уже есть определенное понимание того, кто там может работать, будет набран персонал. И я думаю, что где-то в ближайший месяц сооружения заработают, наверное, не на полную мощность, не на все 30 тысяч кубометров, но как минимум 10 тысяч кубометров будет задействовано. Ну, производительность на 10 тысяч кубометров она будет задействована. То есть это будет в ближайший месяц произведено. Отлично. У меня еще один вопрос на тему курортного сезона. Нашими горожанами любим песчаный пляж в районе Синопа, но его состояние удручает. Горожан еще волнует вопрос безопасности. Очень часто там внедорожники устраивают гонки. Скажите, какие планы по благоустройству пляжа в Синопе? И не считаете ли вы нужным вообще его перекрыть от доступа машин на пляж? В настоящий момент проведена санитарная уборка данной территории. Относительно недавно даже туда выбросило, по-моему, несколько дельфинов. Я вот помню, был туда отправлен наряд для того, чтобы их убрать оттуда. То есть уборка этой территории проведена и будет проводиться в дальнейшем. То, что касается перекрытия, да, действительно были нарекания от горожан, что туда машины заезжают. Я знаю, что даже заявление писали в администрацию города с просьбой закрыть. Да, и сейчас в соответствии с поступившими заявлениями мы реагируем в виде того, что запланированы работы по установке заграждений вот на эту территорию в соответствии с требованиям горожан. Вопрос будет урегулирован. В Сухуми достаточно много проблем. Осветить их в рамках одной передачи достаточно сложно. Я на этом остановлюсь. Леон Гурамович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии был заместитель главы администрации Сухума Леон Кварча. Мы продолжаем выпуск. В рамках рабочего визита глава правительства Абхазии Артур Микваби посетил сегодня город Набережные Челны и ознакомился с деятельностью особых экономических зон Иннополис и Алабуга. Премьер-министр дал высокую оценку работе в особых экономических зонах по привлечению российских и зарубежных инвесторов в разных сферах инновационной деятельности, а также в области промышленного производства. Он отметил, что этот опыт очень интересен для Абхазии и выразил надежду на расширение сотрудничества. Я вижу, как хорошо и быстро развивается, на мой взгляд, Татарстан. Достигнуты очень хорошие, на мой взгляд, результаты. Вы здесь сохраняете свою историю и вместе с тем с уверенностью смотрите в будущее. Мы, в свою очередь, хотим, чтобы у нас сложились такие деловые контакты в области, скажем, бизнеса и культурные. Еще они должны быть сильнее, потому что в основе любых отношений должны лежать культура и взаимоотношения. На сегодня это все. Увидимся на следующей неделе в это же самое время. С вами была Елена Лолова. До свидания.